На пестром ковре народов мира Дагестан всегда смотрелся особняком, потому что трудно найти еще такую точку на карте планеты, где бы на столь малой территории был сосредоточен максимум исторического, культурного и этнического достояния, союз братских народов, объединенных одной историей, менталитетом и верой. В многоцветие дагестанской палитры ярким неповторимым штрихом вписан в историю горного края лакский народ, живущий в сердце горного Дагестана. Народ-труженик и народ-созидатель, давший малой родине, горному Дагестану и большой стране, необъятной России, великое множество славных сынов и дочерей. Лакцы славятся как отважные воины, прекрасные земледельцы и ремесленники, ювелиры, гончары, канатоходцы. Где бы они ни прилагали свои усилия, везде добиваются выдающихся успехов. Государственность лакцев на территории современного Дагестана имеет давние корни. Казикумухское шамхальство является древнейшим государственным образованием страны гор, и на протяжении многих столетий оно было одним из самых могущественных, играя ключевую роль в историческом процессе. Не случайно в его столице Газикумухе была построена в 778 году вторая по древности в России мечеть. Именно Лакия стала первым форпостом ислама в Дагестане и воротами, через которые новая религия распространялась на евразийском пространстве, территории современной России. Кстати, в XV веке в Кумухе жил, проповедовал ислам и умер известнейший ученый арабо-мусульманского мира Ахмадуль-Ямани, крупный религиозный деятель, мударис, переписчик рукописей и распространитель религии. В исламском мире известен и шейх Зайнуддин аль-Хадж Али аль-Кабир, сын Мухаммада аль-Казикумухи от Дагестане. Он был выдающимся ученым, современником шейха Ибн Хаджара аль-Хайтами и написал книги по акиде, фикху и тарикату, известные в Дагестане как Мухтасар. Муртазали хан, правитель Казикумуха, сын Сурхай хана I, был одним из командующих объединенными силами горцев в войне с Персией, когда армия дагестанцев нанесла генеральное поражение грозному иранскому шаху Надиру в Турчидакской битве в 1741 году. Лакцы сыграли в этой исторической победе далеко не последнюю роль. Нет такой сферы жизни или области знаний, где бы представители лакского народа не оставили яркий след. Золотыми буквами вписаны в историю Дагестана десятки и сотни славных имен. Шейх Джамалуддин Казикумухский был крупным исламским ученым, вдохновителем и соратником прославленного имама Шамиля. Шейх Сайфулла Кадибашларов, религиозный ученый и писатель, внес огромный вклад в духовное просвещение и развитие ислама в Дагестане. Основоположником современной дагестанской литературы и писательской организации республики стал Эфенди Капиев, талантливый поэт и переводчик, впервые открывший русскому читателю дагестанскую поэзию на языке Пушкина. У истоков государственности новой Дагестанской республики, автономии в составе Советской России, был поэт и этнограф, революционер Саид Габиев, вошедший в первое правительство региона. Долгие годы судьей Конституционного суда Российской Федерации был лакец, государственный деятель и ученый-правовед Гадис Гаджиев. Первым среди лакцев народным поэтом республики стал Абдуталиб Гафуров, чей мудрый образ стал центральным персонажем прославленной книги «Мой Дагестан». За 90 лет истории Союза писателей Дагестана 10 лакцев были удостоены высокого звания народного поэта и писателя. Среди них Юсуп Хаппалаев, Мирза Давыдов, Сибирбак Касумов, Салимат Курбанова, Сугури Увайсов, Хизри Ильясов, Касмина Исрапилова, Руслан Башаев, Патимат Армазанова, Нурадин Юсупов, Мирза Магомедов, Цихил Камалов, Казбек Мазаев и многие другие. Большой вклад в развитие литературы внесли Абакар Мудунов, Магомед Загид Аминов. Прославили республику и знаменитые лакские композиторы Мурат Кажлаев и Шервани Чулаев, авторы масштабных произведений, опер и балетов. Не случайно именно их мелодии впоследствии были выбраны в качестве гимнов республики. Большой вклад в изобразительное искусство страны гор внесли художники Хайруллах Курбанов и Альберт Хаджаев, ставшие при жизни классиками жанра. На различных этапах истории успешно проявили себя в разных областях науки археолог Рауф Мунчаев, физик Амир Амаев, медик Наби Цахаев, языковед Нурислам Джедалаев, историки Владилен Гаджиев и Мухаммад Дандамаев, литературовед Сулейман Ахмедов, геолог Ирагей Курбанов, ракетостроитель Арсен Гусейнов, философ Курди Закуев, богослов Али Каяев и многие другие. И сегодня в плеяде выдающихся современников гордо стоит имя Асият Буттаевой, доктора философских наук.
Асият Магомедовна продолжает традицию просвещения и служения обществу, являясь достойной наследницей великих лакских мыслителей. В дни Великой Отечественной войны и в первый год после нее Совнарком Союза СССР четырежды присудил Лакскому району переходящее красное знамя, трижды знамя Государственного комитета обороны и один раз знамя Совнаркома СССР за развитие животноводства и выполнение обязательств по государственным поставкам животноводческих продуктов. Оба знамени оставлены в Лакском районе на вечное хранение. 27 декабря 1942 года председатель Совета народных комиссаров и председатель Государственного комитета обороны СССР, верховный главнокомандующий Иосиф Сталин, направил в адрес руководства Лакского района благодарственное письмо, в котором говорилось: «Передайте колхозникам и колхозницам Лакского района, собравшим на строительство танковой колонны 1 150 000 рублей, мой братский привет и благодарность Красной армии». Колхозники и колхозницы села Кумух, обсудив приветственную телеграмму товарища Сталина и заслушав сообщение Советского информбюро о наступлении наших войск на подступах к Сталинграду, проявили новое, невиданное патриотическое чувство к родине, Красной армии и дополнительно к ранее собранным 1 150 000 рублям в фонд строительства танковой колонны «Шамиль» вновь отчислили 1 150 000 рублей в фонд строительства авиазвена истребителей «Лакский колхозник». Единственным дагестанцем, дважды удостоенным звания Героя Советского Союза, стал прославленный летчик Амедхан Султан, совершивший более 600 боевых вылетов. Высокого звания героя были удостоены также лакцы Якуб Сулейманов, Гаджи Буганов, Ризван Сулейманов и Цахай Макаев. Гасан Камалов во время войны был удостоен золотой медали Героя Италии. Гусейн Кущаев стал героем Франции. Сунгур Акаев — кавалером Высшего ордена Польши. Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Муса Манаров стал первым дагестанцем, покорившим космические высоты, установив мировой рекорд пребывания в космосе. В переломное время, когда разрушилась большая страна и только строилась новая Россия, лакцы достойно проявили себя на рубеже новой эпохи. Амучи Амутинов стоял у истоков новой дагестанской государственности в составе современной России, став первым среди лакцев членом Государственного совета Республики Дагестан. Позже был зампредом правительства и возглавлял пенсионный фонд. Большой вклад в государственное строительство и социально-экономическое развитие республики внес Сержутин Ильясов, будучи мэром Махачкалы, членом Госсовета Республики и главой Нацбанка Дагестана. Кровью вписан в летопись героизма славный подвиг героев России Халида Муратшева и Мутея Исаева, оборонявших высоту у телевышки в Навалаке во время вторжения полчищ международных банд формирований в 1999 году. Вошел в историю и подвиг навалакских милиционеров, которые во главе с Муслимом Дахаевым героически обороняли отдел милиции райцентра и мужественно дали отпор превосходящим силам противника. Больших успехов достигли лакцы и в спорте. Ширвани Мурадов стал единственным среди лакцев чемпионом Олимпийских игр, а Ислам Махачев стал чемпионом сразу в 2 весовых категориях. Много среди лакцев видных журналистов и политиков. Возглавлял дагестанское телевидение Салам Хавчаев, внесший большой вклад в его развитие. Долгие годы главным редактором газеты «Дагестанская правда» был Раджаб Идрисов. Известный исламский журналист Абдулла Алишаев, ставший голосом духовного просвещения в самое сложное для республики время, погиб от рук экстремистов. Но его фильм «Обыкновенный ваххабизм» стал событием в телепублицистике и, по сути, классикой дагестанской журналистики. Депутатами Госдумы России в разные годы избирались Надир Хачилаев, Муса Манаров, Мурат Кажлаев, Ризван Курбанов, Абдулмаджид Маграмов. Министрами в правительстве Дагестана были Айгун Магомедов, Рапи Абакаров, Марат Ильясов. Заместителями председателя парламента работали Абакар Алиев и Арсен Камаев, Артур Исрапилов, а ныне Камил Давдиев. Амучи Амутинов и Ризван Курбанов были также вице-премьерами правительства Дагестана, а Марис Ильясов — председателем городского собрания депутатов Махачкалы. Действующими министрами в правительстве Дагестана являются Абдурашид Магомедов, Шамиль Рамазанов, Гаджи Султанов, Камил Саидов, Зарима Бутаева. Мужественно проявили себя представители лакского народа и на фронтах специальной военной операции. Участвовал в СВО и действующий полпред муфтията Республики Дагестан в Центральном территориальном округе Мухаммад Майранов, награжденный медалью имени Ахметана Султана за вклад в патриотическое воспитание молодежи. Первым героем России среди воинов СВО стал лакец Нурмагомед Гаджимагомедов. Глава нашего государства и верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин, отзываясь о подвиге Нурмагомеда, сказал так. Мною подписан и указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу Гаджимагомедову
звание Героя России, к сожалению, посмертно. В бою он уверенно командовал своими бойцами. Как настоящий командир берег подчиненных. Уже получив тяжелое ранение, сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. Он пошел на такой шаг, потому что понимал, с кем имеет дело, с неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают. Я русский человек, и, как говорится, у меня в роду кругом Ивана де Мария. Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджи Магомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать: я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Всех из более чем 300 национальных групп, этнических групп России просто невозможно перечислить. Думаю, вы меня понимаете. Но я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России. Нельзя не сказать и о том, что в этом году высокое звание Героя Российской Федерации присвоено также лакцам Рамзану Кантулаеву и Сухрабу Ахмедову.